Друзья, всем привет! Сегодня разберемся, как легко и просто купить криптоактивы, такие как биткоин, такие как эфир. После этого разберемся, как сформировать свой портфель, как следить за своими активами. Также я покажу, как легко и просто зарабатывать, если не нарушать правила, как легко и просто зарабатывать 1000, 5000, 10 тысяч долларов. Конечно же, все зависит от ваших бюджетов, от ваших депозитов. И здесь очень важно еще заметить, что чудес здесь не бывает. Важно не нарушать правила рынка, и тогда все будет прекрасно. Наша главная задача на сейчас, на сегодняшний день, это чтобы вы научились покупать криптоактивы в тот момент, когда вам пришли какие-то средства, вы готовы выделить на покупку определенную часть денег из своего капитала, и для того, чтобы у вас была открыта опция покупки крипты. Для того, большинство на самом деле не инвестирует по той причине, что не умеет, просто не знает, как это делать, а не потому, что у них не хватает денег. На самом деле это уже проверенная статистика, и я сам таким когда-то был. И была, конечно же, у меня отмазка, что я не инвестирую, потому что у меня еще недостаточно средств, недостаточно денег. Но это все на самом деле ерунда, потому что важно как можно раньше зайти для того, чтобы понимать, как это все функционирует, работать. И пусть сейчас будут маленькие бюджеты, пусть будет маленькие какие-то 5, 10, 15, 20 долларов, но вы в голове уже будете понимать, как это функционирует и как это работает. Итак, чтобы долго не затягивать, пойдем потихонечку переключаемся на экран. Итак, пришли мы на нашу биржу. Сейчас мы будем работать на бирже Binance. Чтобы попасть на эту биржу, переходим в описание к этому видео, находим непосредственно ссылку на нее, переходим, регистрируемся. Регистрация интуитивно понятная, просто идем по подсказкам и попадаем в конечном счете на главный экран. Сейчас наша задача это пополнить наш аккаунт, то есть завести деньги на наш счет. Для этого необходимо пойти в торговлю. Вот мы видим P2P. Переходим сюда. Так, в данном случае мы покупаем непосредственно у человека, который нам продает те же самые USDT. В нашем случае нам необходимо приобрести, вот в моем случае это 25 USDT. USDT это по сути доллар только в крипте. Вот так, чтобы было понятным языком. Смотрите, заходим сюда, здесь выбираем, меня интересует гривна. Покупать я буду на 1000 гривен. Тут я выбираю, в моем случае, Монобанк. В вашем случае выбирайте непосредственно тот банк, который интересует конкретно вас. Регион Украина у меня. Вы выбираете в вашем случае подходящую вам страну. Проживание. Значит так, далее. Вот мы видим цены, по которым предлагают нам купить. Значит, есть вот, допустим, по 39 гривен. В данном случае у человека, как мы видим, 99,23%, почти прям 100%. У него за 74 сделки отличный показатель положительных отзывов. Есть еще вот 100%, то есть вообще супер. В данном случае очень важно, чтобы у вас не было тут дискомфорта, поэтому выбирайте оптимальный, подходящий для вас вариант. В моем случае я выберу вот, пожалуйста, вот этот. Идем, нажимаем «Купить USDT». Тут я отмечаю 1000 гривен. Я получу 25,44. Нормально, меня устраивает. Так, условия мейкера. Тільки від перших осіб, это нормально. Нажимаем «Купить USDT». Попадаем на эту страницу. Так, тут выбираем подходящую нам карточку. В моем случае это Монобанк. Так, есть.
Тут есть непосредственно чат с нашим продавцом. И если тут начинают сбрасывать какую-то другую карту, не та, которая указана здесь, то в таком случае мы просто игнорируем, нажимаем «Отменить ордер» и выходим, ищем другого продавца. Так, здесь все понятно. Вот я копирую карточку, в данном случае я сейчас переключаюсь на телефон, вот, и перевожу ему 1000 гривен. Так, значит... Так. Проверяем номер карты. Проверяю имя, фамилию. Все сходится. Отправляем 1000 гривен. Так. Отправлено. Есть. Деньги ушли. Далее. Да, мне пришло подтверждение, что деньги отправлены. Далее нажимаем «Оплачено далее». Отмечаем, что я выполнил все условия. Подтверждаем оплату. Далее ждем непосредственно, чтобы человек отметил, что деньги получил и перевел нам вот эти $25.44. Бывает такое, что человек, продавец попросит, чтобы мы отправили ему чек. И вот, все, покупка выполнена, супер. Бывает такое, что человек просит о том, чтобы отправили чек. Это нормально, заходим в наш банк, непосредственно копируем нашу транзакцию, отправляем. Это нормально, бывает такое, здесь нет ничего страшного. Далее, покупка выполнена, нажимаем ОК. Ставим положительный отзыв, быстрая сделка, оставляем комментарий. Супер. Дальше мы идем в активы. И здесь находим пополнение. То есть эти деньги, которые мы получили на кошелек пополнения. Заходим в кошелек пополнения. Наша задача перевести теперь эти деньги в кошелек спотовый, для того, чтобы мы могли сейчас купить и биткоин, и эфир. Итак, нажимаем «Перевод», выбираем «Все», «Подтвердить». Здесь ничего сложного нету, просто повторяем за мной. На самом деле со временем все станет понятно и очевидно. Сейчас будет сбивать кучу всего, куча лишнего текста непонятного, куча лишней информации, которая здесь есть. Но на самом деле здесь нет ничего лишнего, здесь все будет понятно просто со временем. Пока сейчас просто повторяю вот эти действия, реально скажу по-честному, больше здесь по факту ничего не нужно. Тебе нужно купить, тебе нужно потом продать в какой-то момент, и все, по сути, и все. Далее переходим в спотовый кошелек. И теперь самое интересное. Теперь будем покупать биткоин и будем покупать эфир. В данном случае купим на $10 биткоин и на $10 купим эфир. Значит так, идем сюда, нажимаем в поиске тикер биткоин. Сейчас я покажу, где вообще находить любую криптовалюту. Нажимаем биткоин, у нас открывается новое окно. Вот. И здесь мы видим терминал наш, где указано, да, по каким ценам покупают, по каким продают, какие были цены там раньше, какие цены сейчас. Все кажется очень страшно, очень непонятно, но по факту здесь, как я уже сказал, лишнего особо ничего нету. Покажу, где искать непосредственно любую криптовалюту. Называется CoinMarketCap сайт. Я также оставляю ссылку в описании. Зайдите, зарегистрируйтесь, тут мы будем собирать наш портфель. И для того, чтобы понять, какие вообще криптовалюты существуют, на каком месте, то мы нажимаем непосредственно на иконку CoinMarketCap, попадаем на главную страницу, и здесь мы видим
по какой стоимости наш актив, насколько он вырос там за последний час, за последние 24 часа, за последние 7 дней, рыночная капитализация, циркулирующее предложение и так далее, и так далее. В какой стадии рынка сейчас находится индекс страха и жадности. В основном, когда этот индекс зашкаливает, то лучше вообще ничего не покупать. Когда индекс наоборот, у всех максимальный страх по рынку, вот тогда оптимальный вариант на покупку. Но это мы будем уже дальше разбираться. Сейчас нам достаточно того, что вот мы видим биткоин, вот эфир. Да? Третье место – это тезер, то есть USDT. Это непосредственно доллар. Доллар, за которого мы и покупаем непосредственно нашу крипту. Итак, чтобы долго не затягивать, наша задача сейчас купить на 10 долларов биткоин, и мы спускаемся чуть ниже, вот сюда. Смотрите, здесь можно купить по нескольким вариантам. Первый – это по лимиту, то есть мы здесь выставляем стоимость, по которой мы хотим купить биткоин. Не факт, что, конечно же, придет к этой стоимости цена актива, то есть мы можем поставить здесь хоть на самом деле хоть 1000 долларов. Но не факт, что к этому, конечно же, придет биткоин. Можем поставить и, например, бывают такие ситуации, когда очень мало ликвидности в активах. Но это не страшно, на самом деле, для биткоина и эфира. Здесь ликвидности предостаточно, так как это топовые монеты рынка, на эти монеты, по сути, все равняется. И в данном случае можем мы купить как по лимиту. То есть мы видим, сейчас биткоин стоит 48 401 доллар. Можем выставить и ждать именно эту цену. И как только будет эта цена, то наша сделка сработает, и мы получим наши биткоины на наш кошелек. Как видим, вот 25 долларов наши, которые мы завели на биржу. Ну, в данном случае мы будем покупать по рынку. Можем ползунком выбирать, сколько мы хотим купить, а можем выбирать непосредственно ввести руками, ввести 10 долларов. Есть. Так, нажимаем «Купить биткоин». Все, наша транзакция прошла, мы купили биткоин. Я вас, друзья, поздравляю с этим. Это первая криптовалюта, по всей видимости, будет в вашей жизни. Начали с биткоина, неплохо. Далее давайте еще купим эфира. Эфир для того, чтобы найти, можно ввести вот здесь. Тикер, видите, ETH, ETH, то есть вот он. Можем посмотреть на CoinMarketCap, как у него выглядит его тикер. Окей, вводим сюда ETH, копируем, вводим, это что ж такое? Вводим ETH, выбираем нашу пару эфириум к USDT. Бывают разные варианты, бывают там эфириум к биткоину, то есть можно там эфир купить за биткоин, но в нашем случае нас интересует USDT. Нажимаем USDT. И в данном случае нажимаем опять же по рынку, выбираем здесь 10 долларов и опять же нажимаем купить эфириум. Все, видите, наша сделка, наша транзакция прошла. Где на бирже хранятся непосредственно наши активы? Они хранятся в активах. Это полностью все обзор кошелька, это сюда входят все полностью активы, которые в спотовом, в пополнении и так далее, и так далее. Мы переходим в спотовый. И вот они наши активы, то есть эфириум 0,0039, биткоин 0,302 и остались USDT. Итак, теперь что делаем дальше?
Смотрите, в случае, когда, допустим, такие относительно маленькие цифры, то в целом можно спокойно хранить нашу криптовалюту на бирже. Но когда уже деньги становятся более крупные, когда уже становится некомфортно держать на биржах, то в таком случае переводится, вот мы сейчас купили, допустим, биткоин, да, и затем переводим на холодный кошелек. Холодный кошелек стоит порядка 100 с чем-то долларов. И в дальнейшем, в будущем я покажу, как этим всем пользоваться. Но на сегодняшний момент, на данный этап, это нам не интересно, потому что сам кошелек стоит более 100 долларов, а у нас криптоактивов буквально там на 20 долларов. Просто, ну, просто невыгодно. Да? И лучше изначально купить крипты, чем купить кошелек. Когда у нас уже будут, скажем, там десятки тысяч долларов, там, и тогда уже можно переводить на горячие, на холодные кошельки. Холодный кошелек, он выглядит как флешка, и туда заводятся деньги, и там хранятся доступ только у вас. А в чем разница заключается? Разница заключается в том, что вдруг, если биржа обанкротится, то вы потеряете свои активы. Могут они потом со временем и выплатить вам эти активы, но, как правило, это очень долго. Как правило, если что-то скамится, то потом никто ничего не выплачивает и тому подобное. Но в данном случае мы не сильно рискуем. Наша задача сейчас просто войти в крипторынок, и пусть они будут у нас. Binance на сегодняшний день это одна из самых крупных бирж, а как только уже сумма будет превышать какие-то значения для вас уже некомфортные, тогда уже будем переводить с биржи на кошельки. И что нам нужно сделать дальше? Дальше это у нас все хранится на бирже. Тут понятно, мы каждый день можем заходить, просматривать, как выросло, как упало. Но когда криптоактивов становится много, скажем, в портфеле будет там 10, 20, 30 монет, значит, и в какой-то момент просто будет непонятно, сколько в общей сложности у вас инвестировано. И для этого нужно будет постоянно собирать, понимать, куда вы инвестировали, сколько, на каком кошельке это лежит, на какой-то бирже. В общем, для того, чтобы этого всего не было, в первую очередь я рекомендую ввести все свои записи в Excel-таблице, для того, чтобы было понятно, вот, допустим, вы сейчас купили эфириум, все, ввели в Excel-овскую таблицу эфириум, вот такое-то количество, биржа там Binance, потому что есть еще там биржа Bybit, например, биржа тоже OKEX, там биржа MEX и так далее. Бирж очень много, и чтобы в какой-то момент не запутаться, то есть вы представляете, будете помнить, что вы купили, а вы не помните, где вы купили этот актив. Для того, чтобы такого не было, для этого все записываем. И сейчас мы для того, чтобы было нам в Excel это одно вести, да, в Excel вы просто записали стоимость покупки, а также интересно наблюдать за тем будет, какая стоимость вашего актива на сегодняшний день, в зависимости от того, как там по рынку, да, как рынок упал, рынок растет, и для того, чтобы понимать, на каком вы этапе находитесь, для этого необходимо нам, собственно, наш CoinMarketCap. Итак, здесь мы выбираем, нажимаем на иконку, вернее наводим, и нажимаем портфель. Тут нажимаем «Добавить транзакцию». Выбираем биткоин. И теперь вот мы берем наш биткоин и копируем. Так. Скопировали. Стоимость покупки, ну пусть будет так, мы где-то и покупали. Нажимаем «Добавить транзакцию». Итак, у нас появился первый актив в нашем портфеле. Следующий это эфир. Копируем значение, добавляем транзакцию. Эфириум. Количество выставляем. Тут мы можем выставлять ту цену за монету, по которой мы купили. К примеру, мы купили там 2600, да, и вот сейчас будет меняться цена, видите, там 10 долларов 14 центов. Оставим так, как есть, 25-26.
ой, 25-26, 2533,26. Нажимаем «Добавить транзакцию». И также у нас еще остались наши USDT. Как правило, в большинстве случаев я рекомендую, чтобы у вас были USDT на всякий случай. Рынок упал, рынок просел, особенно тогда, когда он просаживается, можно докупить. И для этого, собственно, необходимо и хранить дополнительные USDT. То есть мы не входим сразу на все деньги в один какой-то актив, а мы вот таким образом вошли в эфир, в биткоин и оставили $5 97,96 центов на будущую закупку. Добавляем сюда также USDT. USDT стоит на одном месте, он не прыгает, и, как я уже сказал, это эквивалент доллару. 5,96. Добавляем транзакцию. Тут мы можем изменить название непосредственно нашего портфеля. Можем написать «Мой портфель». Сохраняем. Так, друзья, вот мы добавили с вами в наш портфель эфириум, добавили биткоин и добавили тезер, то есть непосредственно те доллары, которые мы оставляем на будущие закупки. Что делаем дальше? В данном случае, в целом, что можно делать дальше, это заходить время от времени, скажем, раз в 30 дней, раз в квартал, в общем, так как приходят вам деньги как приходят поступления в ваш карман, и это деньги, которые вы готовы инвестировать, то, собственно, вот раз в такой период просто заходим на биржу и покупаем. И как я вообще рассказываю о инвестициях, наша задача накапливать капиталы. Мы накапливаем год, 2, 3, 4. В идеале это 2-3 цикла. 2-3 цикла это, скажем, порядка 12 лет. Цикл в биткоине это раз в 4 года. То есть раз в 4 года это происходит халвинг, когда уменьшается добыча этого биткоина, и спустя время за счет ликвидности, которая увеличивается, собственно, на всем мировом рынке, возникает бычий цикл. То, что мы сейчас ждем в ближайшее время, будет бычий цикл. После бычьего цикла наступает медвежий цикл. Как правило, медвежий цикл – это когда все падает, и, как правило, он длится в 2-3 раза дольше, чем непосредственно бычий цикл. И тем самым, о чем я говорю, когда ты каждый раз заходишь и покупаешь, то в какой-то момент у тебя формируется цена твоя, на самом деле достаточно приемлемая. То есть мы сейчас купили там биткоин купили по $48 тысяч, $48 446. Но спустя время наша средняя цена может как подрасти, так и упасть. Да? То есть если биткоин упадет к $30 тысячам, то и мы его купим, но, соответственно, средняя цена будет ниже. И таким образом со временем мы наберем хорошую позицию у себя в портфеле. Как я уже сказал, что бычий цикл, он меньше, чем медвежий цикл, а соответственно, значит, что мы будем на медвежьем цикле дольше набирать нашу позицию по хорошей цене. Я не считаю нужным заходить на крипторынок для того, чтобы быстро зашел, быстро там заработал или потерял и быстро вышел. Мы здесь общаемся в рамках разумных инвестиций, когда ты набираешь свой портфель, потом спустя время продаешь. То есть либо ты лучше не набирай какие-то там плохие монеты, плохие активы, да, чтобы потом не переживать. Но если ты уже набираешь какие-то хорошие, классные активы в свой портфель, то, пожалуйста, набирай их и набирай долго, потому что ходл, то есть долгое хранение, побеждает все. В дальнейшем мы просто заходим на биржу, покупаем потихонечку по 10, по 5, по 20, по 30 долларов, по 50, может когда-нибудь $1000 получится. Очень важно, я хочу заметить, что цель
в инвестициях это не переиграть среднестатистического инвестора, а за счет своего заработка на своих инвестициях удовлетворить свои потребности. И это, друзья, очень важно, потому что все там гоняются по поводу там рынка, переиграть рынок, переиграть S&P 500, скажем, у S&P 500 там 10% годовой доходности, а он сделал 15% какой-то трейдер или какой-то спекулянт. И это все нас подталкивает к тому, чтобы мы постоянно торговали, постоянно что-то отросло, только начало расти, ты быстро это продал. Что-то наоборот начало там падать, ты испугался, тоже это продал, вышел из позиции, она потом развернулась. Вот чтобы такого не было, мы заходим в инвестиции для того, чтобы накапливать свои портфели. Мы накапливаем, сейчас накапливаем, через год будем накапливать, через 2, через 5, через 10, и тогда мы таким образом доберемся до того, что наши активы будут расти, наш портфель будет расти. И вместе с рынком мы будем тоже расти, как инвесторы, будем закаляться на медвежьем цикле, на бычьем цикле. Если будут какие-то активы супер там выстреливать, то будем, конечно же, их продавать. Я еще обещал показать, что каким образом зарабатывать на рынке. Да? Смотрите, все очень, друзья, просто. Заходим, биткоин. Я хочу показать, вот, что происходило последний год. Предположим, я даже не буду брать самую там низкую цену по рынку, но давайте представим, что мы с вами, друзья, зашли, ну, где-то вот здесь, да, давайте округлим по 30 тысяч долларов. Вот считайте, мы на 30 тысяч долларов купили наш непосредственно биткоин. То есть мы имеем сейчас один биткоин. И вот смотрите, сколько времени он гулял в диапазоне 30 тысяч долларов. Считайте, что, ну, пусть даже с там 3-го месяца по, вот, скажем, по 10-й, да, то есть 7 месяцев. Друзья, в накоплении биткоин был 7 месяцев. И он гулял, ходил, там, падал до 26, там, и, но тем не менее, он сейчас отстрелил до 48 тысяч долларов. Сейчас до 48 тысяч долларов. Буквально недавно это было 39 тысяч долларов. Вот вам, друзья, пожалуйста, если вы зашли, купили биткоин по 30 тысяч долларов, то на сегодняшний день у вас бы была позиция плюс 18 тысяч долларов. И может показаться, да якобы там росли грибы и тому подобное, да, давайте вот без этого всего, потому что это факт. Ну, рынок показывает, что это все возможно. И мы сюда не приходим, я очень важно замечаю, мы не приходим сюда для того, чтобы заработать быстрые деньги. На быстрых деньгах ты обязательно потеряешь. Ну, просто вот посмотрите ситуацию. Вы заходите, ну, к примеру, вот здесь 8.09 покупаете по 29 766 биткоин и думаете, сейчас он пойдет расти. А он вместо этого падает на 26 тысяч долларов. Друзья, вы представляете, вы заходите на, там, продали квартиру, зашли, а потом он буквально там за несколько, там за недельку падает на 3000 долларов. Вы представляете, друзья? Это же шок. И что будут делать люди, которые не понимают, зачем они пришли на этот рынок? Конечно, они возьмут и продадут. А потом этот биткоин поднимется, начнет расти, и просто психология работает таким образом, что вы уже, для вас этот биткоин, он уже будет только расти. То есть вы уже не будете обращать внимание на то, что он падает и тому подобное. Вы будете только искать подтверждение тому, что вы правильно сделали, что вышли вот тогда. А потом он начинает расти. И начинает расти вот до 34 тысяч долларов. И у вас начинается фома. Фома – это синдром упущенной возможности. Вот вы начинаете считать, если бы я тогда вот по 30 тысяч долларов зашел, и вот сейчас до сих пор бы хранил бы, то у меня бы уже было 4 тысячи долларов. Потом, друзья, представьте, у вас вообще 44 тысячи долларов. И вы ходите и понимаете, да, блин, как так? Это какой-то там маркетмейкер меня специально выбил из рынка и тому подобное. И чтобы вот такого не происходило, друзья, мы заходим в рынок как, вот в данном случае, как разумные криптоинвесторы. То есть мы заходим, зашли, купили и все. Потом мы зашли, опять купили, потом снова купили. И мы заставляем рынок работать на нас, а не против нас. И хочется, знаете как, хочется быть там кому-то
трейдерам, кому-то спекулянтам. То есть вот зарабатывать на вот этих вот штуках, типа когда, вот смотрите, вот он был 8.20.23 года 26 тысяч долларов, да? Вот представьте, мы здесь купили, вот тут он отрос, 27 тысяч долларов, да? Отрос, и мы тут заработали там 1000 долларов, да, считайте, там чуть больше 1000 долларов. А потом он упал, мы его купили опять снова по 25, потом тут продали по 27 тысяч долларов. И мы вот так прыгаем, зарабатываем там жалкие свои там 1000 долларов, да, но самый крупный рост мы обязательно пропустим, потому что, вот смотрите, мы будем находиться где-то здесь, к примеру, там, да, по 26 тысяч долларов, будем понимать, ну куда, он сейчас должен вообще упасть, если взять полностью, да, за все время, как биткоин существует, за все время, то будем ждать его вообще где-то вот здесь, по 15 тысяч долларов. И когда пойдет вот это движение вверх, мы его обязательно, друзья, пропустим, потому что рынок складывается таким образом, психология работает по рынку таким образом, что мы не выдержим просто при таком подходе. Мы не выдержим, потому что будем ждать, сейчас он пойдет там с 27 тысяч долларов на 15 тысяч долларов. И мы вот эти все движения просто пропустим. А вот теперь представьте, что мы работаем как обычные разумные инвесторы. Что мы делаем? Мы просто приходим и покупаем. Мы зарабатываем деньги не с рынка. Мы зарабатываем деньги, то есть мы деньги с рынка зарабатываем, но в долгосрочной перспективе. Но сейчас мы деньги приносим со своего бизнеса, со своей работы, скажем, там, наследства и тому подобное. И таким образом у нас будет позиция, скажем, в средней, если мы, допустим, набирали бы позицию целый год последний, то у нас была бы позиция в среднем, пусть даже возьмем по потолку 30 тысяч долларов. И таким образом на сегодняшний день у нас было бы плюс 18 тысяч долларов, если бы мы зашли бы купили бы один биткоин. И это только, смотрите, мы общаемся на тему криптовалюты. Опять же, у нас еще есть фондовый рынок, у нас есть земля, у нас есть другие инвестиции, там депозиты и тому подобное. Нам важно диверсифицировать свои риски. Нам нельзя сидеть в одних активах. Нам важно, чтобы было что-то у нас и в криптовалюте, и в фондовом рынке, и в земле, то есть там паи, да, земля в аренду, которая сдается, и в квартирах и тому подобное. В зависимости, конечно, все от капитала, но важно нам диверсифицировать риски для того, чтобы у нас не было страха того, что сейчас мы все потеряем. Тут очень важно, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Немножко отвлекся, так решил затронуть более глубокую тему, но как для новичка это очень такие, знаешь, как слова, как вода в пустыне, скажем. Это вот просто если ты сейчас меня услышишь и начнешь действовать именно таким образом, то тебе не нужно 1000 там книг читать, тебе не нужно там гуру никакого слушать. Ты пришел, инвестировал, ждешь. Появились средства, снова инвестировал, ждешь. И так постоянно инвестируешь. И вот, собственно, и все. А если ты постоянно начинаешь находиться в рынке, уже в случае, если ты начинаешь в себе включать не инвестора, а трейдера, спекулянта, тут ты, если без подготовки, если ты не входишь там в 0,01% по рынку вот этих вот супер-мега людей, о которых все говорят, но я их никогда не видел, то ты, конечно же, потеряешь все свои деньги на вот этих всех волнах. Но опять же, давай этому посвятим как-нибудь отдельное видео. В данном случае я еще хочу показать, что делать дальше. Вот мы сейчас купили и эфир, мы сейчас купили и биткоин, и у нас осталось еще USDT. Предположим, что биткоин уже вырос, и мы хотим часть позиции зафиксировать. Вот сейчас я покажу, что нужно сделать для того, чтобы вывести деньги обратно. Давай, к примеру, мы сейчас продадим полностью весь наш эфир, эти деньги выведем обратно себе на карту. Для того, чтобы продать, нажимаем «Торговать». После этого мы попадаем в наш терминал, спускаемся вниз. Здесь нажимаем «По рынку».
Можем продать по лимиту, можем продать по рынку. Продаем по рынку вот сюда. То есть ведем максимальное значение 100%. По рынку продаем. Есть, продали. Здесь ниже у нас отображается вся история наших сделок. В данном случае вот мы видим, что здесь мы, вот, это мои, да, это все наши сделки за сегодняшний день. Значит, сегодня мы продали на 9.86. Вот так. Далее, наша задача теперь пойти в наш кабинет спотовый. И в данном случае будем продавать $10. Эти $10 нам нужно перевести в наш счет пополнения. Так. Нажимаем «Перевод». Здесь выбираем «Пополнение». И здесь отмечаем $10. Нажимаем «Подтвердить». Так, далее переходим в наш кошелек пополнения. Фиксируем, так, $10 здесь есть. И теперь идем, опять же, на рынок продавать непосредственно наши $10. P2P. Теперь мы нажимаем «Продать». Способы оплаты в моем случае это Монобанк, то есть мне нужно получить деньги на карту Монобанка. Здесь выбираем «Украина». Так, в данном случае, я выберу вот этого, нажимаем «Продать». Хотя, почему этого, если у нас там вообще первый 100%, еще и лучшая цена, да, согласен. Продаем, секундочку. Так, где я его видел? Вот, 100%. Вот, 100%. Продаем. Значит, продаем все $10. Ага, я понял, сори, все, нам нужно же сумму ввести. В данном случае у нас будет 383 гривны. Как мы видим, в данном случае нету покупателя. Вот так, друзья. Минимальная сумма, ее как бы нету, но она как бы и есть. То есть, если нету ни покупателя, ни продавца, то получается у нас рисуется минимальная стоимость. Смотрим, какая у нас там минимальная стоимость. Давай посмотрим по, допустим, 400 гривен. На 400 гривен уже есть, но для этого нам нужно больше долларов. Сколько это? Сейчас давай посмотрим. У него указано 400 гривен. Для 400 гривен нам необходимо пополнить счет. Перевод. Тут сразу оно есть. Давай сразу мы переведем $5, чтобы не мучиться. Окей. Перевели. Давай все-таки 400 гривен, чтобы пришло нам. Значит, $10 49 центов. Нажимаем «Продать». USDT. Все. И теперь просто сидим и ждем. Итак, друзья, как мы видим, то платеж прошел. В данном случае все показано, все есть. 400 гривен мы обратно получили. Человек отписался готово. Мы нажимаем «Платеж получен». Я получил правильную сумму. И просто подтверждение дальше. Все, продажа выполнена. 400 гривен переведено. Окей. Нажимаем ему положительный отзыв. Нажимаем «Быстрая сделка». Оставить комментарий. Все. Друзья, таким образом... Ага, и, конечно же, идем в наш портфель. Где наш портфель? И, получается, отнимаем наш актив. То есть мы, по сути, его просто удаляем. Мы же полностью его продали. А если бы мы, там, скажем, продали частично, к примеру, вот на биткоине, да, покажу вам, то в данном случае мы бы... Давайте я сейчас скопирую. Хоп. Не получилось. Ладно, так. Если бы, друзья, частично, к примеру, мы биткоин продали бы, то делали бы мы так. Мы нажали бы здесь «Продать».
И это чисто для собственного контроля. CoinMarketCap ни на что не влияет. Это так, чтобы лично вы понимали, как это все работает. И по количеству мы там продали, допустим, сколько у нас там 0,1, да, и нажимаем тут вот такую транзакцию, то есть мы таким образом продали. И теперь у нас будет здесь отображаться, что то есть в активах у нас $5, ну и мы можем непосредственно посмотреть всю историю транзакций нашу. Сейчас я обновлюсь. Так, вот заходим, смотрим всю историю наших транзакций. Вот мы купили, да, вот мы продали. Можно в будущем, конечно же, это все редактировать, можно подставлять там любые цифры, которые вам нужно, но в данном случае оставляем так, как есть. Я убираю эту транзакцию, потому что мы продали только эфир, а биткоин не продали. Итак, друзья, итого, что у нас есть? Что мы сегодня сделали? Мы сегодня завели деньги на биржу, мы купили биткоин, мы купили эфир, потом мы продали эфир и вывели деньги себе с этого эфира к себе обратно на карту. Все, друзья, то есть таким образом вот и происходят сделки. Потом на будущее я уже в дальнейшем покажу, как выводить деньги на горячий кошелек, на холодный кошелек, и для чего они нужны, и так далее, и тому подобное. Но на сегодняшний день этого реально вам достаточно для того, чтобы просто войти в рынок. Для того, чтобы просто войти в рынок и уже непосредственно в нем находиться, наблюдать за ним, как это происходит, все. То есть вы сегодня просыпаетесь, там цена у вас, допустим, там, $40 тысяч биткоин, послезавтра $50 тысяч, послезавтра еще там растет или падает. И вы уже понимаете, как это плюс-минус, друзья, работает. Это не так, что вы пришли, там, принесли сразу $100 тысяч в рынок, и потом в какой-то момент сидите и такие думаете, а войду сейчас я в биткоин, и войдете сейчас вообще на все эти деньги, еще и на фьючерсный рынок с огромным плечом, и в секунду там потеряете все эти деньги. Нет, по чуть-чуть. Сейчас зашли на $5, на $10, не бойтесь этих маленьких цифр. На самом деле все маленькие цифры, они на дистанции дают огромные приросты. Это раз. А во-вторых, самое главное, это дает опыт. Потому что когда вы не понимаете, как это все работает, то это непосредственно прямой путь для того, чтобы все это потерять, все эти деньги потерять. А когда вы находитесь в рынке, вот у вас, кстати, CoinMarketCap, еще найдите приложение в App Store, либо на Android, да, там тоже есть и работает и туда, и туда. И просто это скопируйте, введите свой логин и пароль, который вы сейчас, по которому вы зарегистрировались, и это будет у вас уже на телефоне. И вы будете в рынке, вы теперь будете уже понимать, как это плюс-минус работает. Вы будете понимать, что сейчас в какой-то момент будет рост, да, все везде прекрасные новости, все хорошо, все прекрасно, все замечательно. В какой-то момент начнет падение, все начнут бояться, все начнут продавать и тому подобное. Чтобы такого не происходило, когда у вас там крупная сумма, вы вошли без опыта, то вы конкретно сейчас, вот вы сейчас за опыт свой, чтобы быть в рынке и понимать, смотреть, как это все работает, платите буквально $20. И вам не нужно никакие там гуру. Ну, какая разница? Смотрите, факт остается фактом. Инвестор приходит в рынок для того, чтобы покупать его активы. Все, купил активы, положил, и они хранятся. Что вам можно еще объяснить? Все. Просто вы через 5 лет возьмете и продадите, да, на следующем бычьем цикле, а за это время наберете себе портфель. Или на этом бычьем цикле, да, вдруг он уже отрастет, и вам будет достаточно, и вы опять же возьмете и продадите, или там через несколько циклов. А когда вы начинаете ходить по там супергуру, которые по факту ничего не дают, только дают вам потери вашему кошельку, потому что слушая их, вы постоянно держите свой портфель в напряжении. То продали, то купили, то продали, то купили. Там отросло, там продались, потом оно упало, вы опять продались, испугались, потом где-то подумали, надо закупиться, закупились, а оказалось это закупились на хаях, и все, и дальше оно падает. В общем, чтобы такого всего не было, вам просто необходимо по чуть-чуть входить в рынок и на те деньги, которые не то, чтобы вы готовы потерять, не люблю это слово, типа входи в рынок на те деньги, которые готов потерять. Смысл тогда вообще входить в это все? Иди просто их сожги и так далее. Входи на те деньги, которые не повлияют на твою жизнь.
То есть у тебя есть база, у тебя есть, скажем, коммуналка, продукты, там, проезды, одежда. В общем, есть определенная база, благодаря которой ты чувствуешь себя комфортно. И для того, чтобы твой комфорт не страдал, для этого необходимо его поддерживать, соответственно. И то есть нельзя ни в коем случае входить в инвестиции на те деньги, которые будут мешать твоей базе, твоей жизненной базе. К примеру, если ты там кушаешь, да, там на 20 тысяч в месяц, то не нужно урезать свое питание на 10 тысяч и входить на 10 тысяч в рынок. Ты таким образом поставишь себя в некомфортные условия, и когда рынок будет падать, у тебя будет страх того, что ты сейчас все потеряешь. То есть ты и так, мало того, представь ситуацию, мало того, что ты убрал все какие-то, ну, там, базовые вещи со своей жизни, которые тебе нужны просто для существования, ты тут еще и теряешь деньги. Это сумасшедший стресс будет, так не нужно делать. И не бойся входить, как я уже сказал, на маленькие цифры. На доллар, на 5, на 10. Ну, видишь, на Binance, кстати, минималка покупки $5. То есть меньше, чем на $5 ты не купишь. Но не бойся откладывать на ту же самую крипту, к примеру, да, не бойся там взять и создать у себя в банке отдельный кошелек для там хранения, для того, чтобы накапливать там на направление криптовалюты. И не выпил кофе, которое там тебе в целом и не нужно. Пожалуйста, переведи на крипту. Да, а потом, как уже соберется сумма, то уже возьмешь ты там на 10, на 20, на $30 закупишься. Причем я рекомендую, вне зависимости от того, какие у тебя капиталы, какие у тебя средства есть. Неважно, лучше с самого начала войди по 10, по $15, просто присмотрись, как это все работает, чтобы не потерять. Потому что есть еще, в общем, тут много подводных камней, когда ты начинаешь кликать не по тем кнопкам, которые я сейчас тебе указал, на которые просто берешь, да, нажимаешь и потихоньку богатеешь. Все остальное, если пойти послушать по рынку, что тебе нужно делать, то тебе, поверь, объяснят такое, что ты просто потеряешь все свои активы, что нам, конечно же, не нужно. Поэтому, друзья, вот такая вот ситуация. Сейчас мы собрали свой криптопортфель, вернее, не то, что собрали свой криптопортфель, мы просто вошли сейчас в криптовалюту, в крипту. То есть у нас сейчас появился отдельный сектор, теперь есть у нас отдельное приложение, отдельный сайт, который следит за нашими криптоактивами. И теперь ты потихоньку раз в какой-то период заходи, покупай. Я еще хочу очень важно заметить, не бойся покупать дорого, не бойся покупать дешево. Ты никогда не знаешь, какая цена будет завтра, это раз. А во-вторых, мы входим сейчас в рынок на долгие годы, на 10, 15, 20 лет. Если ты не намерен входить на такое время, лучше вообще этого не делай. Не делай этого, потому что сейчас идет заклад твоего капитала, заклад твоего фундамента, на который ты будешь дальше опираться. Именно вот таким образом. То есть мы сейчас заложили фундаментом биткоин, в эфир, да, ты же эфир сейчас не продашь, на самом деле, да, это я продал для того, чтобы показать тебе, как это все работает, а вот у тебя уже есть два актива. Два актива базовых, это которые, собственно, ты можешь набирать на протяжении многих лет вперед, и они будут расти. И они будут расти. Где-то будут падать, вот как я показал, да, на том же биткоине. Ты как инвестор закаляешься не на росте, хотя рост тоже надо уметь удержать, но ты как инвестор закаляешься непосредственно на этих просадках. Вот смотри, да, биткоин был у нас 50, там, достигал пика, там, $66 тысяч. А потом, спустя сколько прошло времени, смотри. Так, 10-е, 21-е, а потом низ рынка было, ну, считай, за год и 1 месяц непосредственно этот актив упал. Упал почти в 4 раза. Ты представляешь? И правильный инвестор, разумный инвестор воспримет это как скидку, как суперцену для покупки. Он не испугается, не продастся, а большинство именно в эти моменты
еще больше продаст, потому что будет бояться, он сейчас упадет там на $3000, на $1000 и тому подобное. Для нас, для инвестора, это супер скидки, которые дают нам накапливать наши портфели. То есть наша задача сейчас только накапливать, 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 накапливать. И в какой-то момент, когда уже наши инвестиции станут достаточно большие для того, чтобы нас уже обеспечивать, для того, чтобы удовлетворять наши потребности, мы потихоньку будем продавать. Мы не знаем, сколько будет биткоин тут стоить, мы не знаем, сколько будет эфир стоить. Мы даже как инвесторы, мы можем предполагать, что он может стоить много. Но нам не нужно играть в эти там прогнозы погоды. Нам нужно просто действовать. Мы выбрали для себя активы, допустим, в фондовом рынке там определенные активы, в крипторынке определенные активы, и мы просто покупаем, 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 покупаем. И изначально, конечно же, очень важно, чтобы мы не покупали какой-то скам. Допустим, биткоин, если скаманется, если он обнулится, ну тогда это обнулится полностью вся ветка криптовалюты. Но в таком случае, если произойдет, ну мало ли вдруг произойдет, то в таком случае у нас будет еще фондовый рынок. А деньги, они же не обнуляются, деньги не сгорают, если рынки какие-то падают. Рынки перетекают от одних к другим. С одного рынка перетекут на другой рынок. А вот еще, друзья, давайте посмотрим по эфиру. Да? Какая история была по эфиру. Так, давайте за последний год посмотрим. Тоже, вот если бы мы набирали в среднем бы за последний год, у нас бы цена была, я думаю, где-то, ну, пускай там 1500-2000 долларов, да? Пожалуйста, $2500, и он будет дальше расти. Но я, опять же, фокусирую наше внимание, что нам вообще не важно, рынки растут, рынки падают, какая нам разница, друзья? Мы как инвесторы, мы докупаем, покупаем наши активы для того, чтобы в каком-то будущем мы их уже начали распродавать. Ну, когда мы уже накопили для нас нужные цифры. То есть тут самое главное, это не значит, что если там биткоин или эфир достигнет каких-то определенных значений, это не означает, что в эти моменты, там, скажем, биткоин будет стоить $100 000. Это же не означает, что мы должны продавать этот биткоин по $100 000. Или эфир будет стоить там 5-10 тысяч долларов. Ну, какая-то цифра будет там больше, чем это. Это же не значит, что мы должны продавать. Вообще это не значит. То есть нету такого понятия, что ты что-то должен там делать на рынке или не должен делать. Есть четкая, понятная фраза, которую я уже произнес и еще раз произношу. Ты не соревнуешься со среднестатистическим инвестором для того, чтобы его обыграть на рынке. Это не так работает, нет. Ты приходишь на рынок для того, чтобы накопить свои активы и за счет заработка со своих инвестиций удовлетворять свои потребности. Вот зачем мы приходим на рынок. В целом на сейчас ты получил уже достаточно информации для того, чтобы на будущее накапливать свои криптоактивы. Мы выбрали топовые две позиции, это биткоин и эфир, которые не дадут там 100 иксов тебе там буквально через месяц, но с точки зрения инвестиции это правильная инвестиция, потому что эти активы, они имеют перспективу, и это непонятно там что, какой-то там мемкоин, щиткоин и тому подобное, то есть какие-то монеты, которые не несут за собой ничего. Вот, просто ничто, да, сегодня их помпанули, они взлетели, завтра они упали, и монета заскамилась. Это уже проверено временем. Конечно, безусловно, друзья, то, что было в прошлом, нам не гарантирует в будущем. Нельзя опираться, да, на прошлое. Если было в прошлом, значит будет так и в будущем. Но с точки зрения инвестиций, мы сегодня открыли для себя новый актив. Мы инвестировали в него и на будущее набираем позиции. Каждый месяц заходим по чуть-чуть покупаем. И в какой-то момент мы, собственно,
доберемся до нужных нам позиций через годы. Друзья, мы здесь работаем не в рамках месяца, не в рамках года. Мы здесь работаем в долгую. 10, 20, 30 лет. И то, что кажется сегодня там копейки, когда начинает включаться время, представляешь, время, проходит 10 лет, а ты накапливал все это время какой-то актив, по чуть-чуть, неважно, может в какой-то год ты вообще ничего не накапливал, может быть такое, но за счет того, что все остальные 9 лет были накопления, через 10 лет уже будет другая цена на это все, другая цена, абсолютно другая, там будет в каких-то, сколько-то раз больше. И люди с удовольствием по этой цене бы вошли бы, но они уже никак не могут это сделать, потому что уже время прошло. Ну, как же на том же самом биткоине, да? Люди сейчас бы все отдали для того, чтобы зайти в него там по доллару. Ты представляешь? А он когда-то был доллар. И как раз самые крупные позиции набираются тогда, когда имеет смысл набирать тогда, когда меньше всего внимания к этому активу. Меньше всего внимания к этому активу. И тогда и цена будет самая низкая на это все. И когда об этом все кричат, да, там с каждого утюга о том, что биткоин там растет и так далее, это самый явный показатель для того, чтобы выходить из рынка. Опять же, смотря какие у тебя цели. Может, у тебя цель заработать там 5000 долларов, да, на криптовалюте, на там 20 тысяч долларов, то понятное дело, что для этого нужно сделать. А может, если у тебя цель там долгосрочная, то тебе там и 100 тысяч долларов по биткоину, и для тебя это не сыграет никакой роли. Ну, типа отметишь, да, прикольно, но просто пойдешь дальше накапливать себе позиции. Итак, друзья, абсолютно во всем. То есть мы сейчас рассмотрели направление криптовалюты, следующее там направление там фондовый рынок, там недвижимость, земля и тому подобное. Но мы сейчас обсуждаем то, что сейчас актуально. Когда будет актуальна недвижимость, будем говорить о недвижимости. Но на сегодняшний день мы общаемся, друзья, о криптовалюте. Такие, друзья, дела. Подписывайтесь на канал. Ссылки на биржи эти и другие, которые тоже нас в будущем будут интересовать, я буду добавлять в описание, поэтому, когда видите, что добавляется новая ссылка, переходите, регистрируйтесь, для того, чтобы, есть свободное время, зашли, зарегистрировались, это много времени не занимает, а в будущем, когда, знаете, есть у вас какой-то бюджет и нужно его распределить, то вы меньше времени тратите на то, чтобы пойти где-то зарегистрироваться, что-то там, в общем, тогда вы просто уже инвестируете. Поэтому переходите, там все биржи, которые есть на сегодняшний день, актуальны для нас с вами, для накопления будущих и активов, уже есть, поэтому по ним регистрируемся. Ну и в будущем дальше мы там будем собирать криптопортфель, который чуть больше. Это в данном случае, это, скажем, классический, чисто классический, это биткоин, эфир, это основа основ всегда. А большую часть портфеля всегда занимают эти активы, потому что они наименее волатильные, наиболее понятные. И относитесь к этому как к одному из направлений. Вот это очень важно. То есть мы инвесторы, мы разумные инвесторы, мы сюда пришли не для того, чтобы там чисто сейчас в крипту и все. Нет. Есть крипта, есть фондовый рынок. Когда будет в крипте потолок, скажем, бычий цикл на пике или приблизительно рядом с пиком, если будет в этом необходимость, то мы будем выходить продавать крипту и идти там в облигации или в недвижимость, собственно, защищать свои активы. Потому что рынок, он цикличен. Сегодня рост, там потом падение, потом снова рост, потом падение. Это так происходит раз там в 4-5 лет, раз в 3 года, раз в 6, в 7 лет. В общем, это циклы. И наша задача вот за то время, пока мы живем, да, на этой планете, то за это время мы можем там 10-15 циклов в своей жизни увидеть. Это не так много, да, вроде бы кажется, что ты там проживешь еще, в моем случае я считаю, что там планирую прожить там 68 лет, если разделить, то примерно так прикину, что из них таких продуктивных циклов, когда я смогу накопить свое богатство, а потом продать на пике и снова дождаться, когда будет низ по рынку, то становится не так много этих циклов.
И если так посчитать, ну, скажем, цикл раз в 4 года, то получается, что, скажем, если давайте возьмем 20 лет. Если возьмем 20 лет, вот мне сейчас 32, то через 20 лет мне будет 52 года, и это будет, значит, я смогу к этому времени прожить 5 циклов, плюс-минус. И тогда ты понимаешь, что не так много и времени, и циклов осталось у тебя для того, чтобы там сколотить свое богатство, приумножить свой капитал. Но при таком подходе, когда ты инвестируешь, не теряешь, ну, во всяком случае, стараешься не терять, потому что глупо не входить в крипторынок, но и глупо входить в него на все 100% своих финансов, потому что он сегодня есть, завтра нету, а может послезавтра это станет единственным рынком. Мы вообще не знаем. И мы не строим тут никаких планов. Вот это очень важно. Мы не выстраиваем здесь никаких планов. Мы действуем согласно нашему плану, нашей стратегии. То есть мы определили для себя активы, в них вошли. Все. И сидим, ждем, докупаем потихонечку, приобретаем, увеличиваем свою позицию. Завтра ситуация изменится. Завтра, скажем, будет иметь смысл больше инвестировать в фондовый рынок. Мы пойдем в фондовый рынок и будем там инвестировать, покупать свои там позиции, накапливать, будем часть в облигациях, часть в акциях. Послезавтра будут там недвижимость, да, и так далее. В общем, я к тому, что мы не только про криптовалюту, но и про криптовалюту тоже. Вот такая, друзья, ситуация, поэтому, как я уже сказал, регистрируйтесь по всем ссылкам, которые я там оставляю, и до следующего видео тогда обязательно поставьте лайк этому видео, ну и подписывайтесь на канал. Друзья, до связи.